77 свалок в Коми должны быть ликвидированы в будущем году. В этом их стало уже на 20 меньше. Цифры были озвучены на выездном заседании Кабинета министров Коми, которое прошло в Сосногорске. Перед этим первый зампред правительства республики Эльмира Ахмеева осмотрела часть социальных и промышленных объектов в районе. И конкретно в Нижнем Одессе. Какие задачи были поставлены ею местным властям? Подробнее в репортаже Виктории Науменко. Первая точка маршрута – несанкционированная свалка прямо на подъезде к поселку Нижний Одесс в Сосногорском районе. Ее можно назвать уже исторически сложившейся. Мусор годами копится в одном месте. Свалка функционировала с 80-х годов, сейчас она недействующая. Тем не менее, население и организации периодически вывозят сюда мусор. Шлагбаум стоял. После того, как свалку закрыли, мы ее огородили и закрыли. То есть она всегда здесь огорожена. Ну, а вы писали куда-то? В охранительную охрану, где коллеги там у нас? Мы, естественно, мы работали вместе с лесничеством. Никаких действий не было предпринято? Ранее снова с лесничества, естественно, вылавливали тех граждан, которые сюда вывозили. Естественно, штрафовали. Эльмира Ахмеева ставит задачу руководству района обратиться в правоохранительные органы и усилить контроль по выявлению нарушителей. Кроме того, вопрос ликвидации свалки нужно проработать с региональным оператором «Севера». А пока более основательно оградить свалку, чтобы не допустить проезда автомобилей. Ну, посмотрите, вот с колеей прям, да, тут неделю назад завозили танк не проехал. Конечно. Мы блоки поставим сейчас, траншею копать, там идет оптоволокно, перекапывать. Ну, блоки поставим. Ну, блоки поставим, это, конечно, поставим. От вопроса мусорного к сезонному. В эксплуатации у местного теплосервиса 20 километров тепловых сетей и 2 газовые котельные. Из-за отсутствия резервного топлива на одной из них Нижний Одесс не получил от Ростехнадзора паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Эльмира Ахмеева ставит задачу руководителю администрации района проработать этот вопрос. После делегация отправляется в местный дом культуры. Его обновление началось в 2009 году в рамках социального партнерства. В этом году промышленное предприятие помогает в ремонте спортзала. Сдать его должны до конца года. В принципе, ребята идут с опережением, будет приобретено новое оборудование, ну, в основном волейбол, конечно, там играют, но, в принципе, и шкафчики новые, и скамейки новые, и кольца, универсальный будет спортивный зал, с тем, что было, конечно, не сравнится. Осматривают и отремонтированное в рамках социального партнерства и проекта «Народный бюджет» мини-футбольное поле по соседству. Здесь сделано ограждение, искусственное покрытие, ворота, трибуны, освещение. Все объекты, я думаю, что правительству понравились, что-то нужно еще работать. Основная, конечно, задача – это свалкой, чтобы ее убрать и облагоустроить всю территорию. Под конец дня выездное заседание правительства Коми. В центре внимания – развитие социального партнерства между правительством и крупными предприятиями, работающими в регионе. В этом году благодаря сотрудничеству удалось реализовать свыше 250 проектов, на 27% больше, чем годом ранее. Промышленные гиганты вложили в ремонт и строительство социальных объектов более 2 миллиардов рублей. Общая потребность во внебюджетном финансировании на 2023 год составляет порядка 27 миллиардов рублей. Как показывает практика, в план предлагается все мероприятия, у которых отсутствует источник финансирования. Еще одна тема повестки заседания – ликвидация несанкционированных свалок и оптимизация обращения ТКО. Сегодня в Коми 226 несанкционированных свалок. Они занимают 130 гектаров. Больше всего загрязненных территорий в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе. При этом Минприроды республики отмечают, свалок стало меньше. В рамках природоохранных мероприятий без привлечения средств с федерального и республиканского бюджета в период с 2017 по 2021 год мы ликвидировали 95 свалок на площади около 20 гектар. И в 2022 году 20 свалок почти на 1 гектаре, в том числе 3 несанкционированные свалки, по которым есть судебное решение. В планах на 2023 год ликвидация 77 свалок. Как отмечают на заседании, одна из причин их образования – недостаточное число контейнеров для сбора мусора и отсутствие площадок для крупногабаритных отходов. Пилотным районом по созданию таких площадок готов выступить Усть-Кулом. Кроме того, к 2030 году в районе планируется в целом снизить количество образуемых отходов. Виктория Науменко, Павел Лагутин, Сосногорск, Нижний Одесс.